Наша республика по праву считается одним из самых спортивных субъектов России. Доказательством этому служит богатая история якутского спорта, а также инфраструктура, позволяющая проводить соревнования самого высокого масштаба. В начале апреля Якутск в очередной раз станет эпицентром праздника спорта. В столице региона состоятся чемпионаты и первенства России по кикбоксингу. Якутск стал первым городом Дальневосточного федерального округа, которому доверили провести данные соревнования. Ожидается, что на арену Центра спортивной подготовки «Триумф» выйдут более 400 спортсменов из порядка 40 регионов страны. Символично, что Якутск примет чемпионат и первенство России в год 30-летия со дня победы Александра Иванова на чемпионате мира. Со дня, который можно смело считать отправной точкой развития не только для якутского, но и российского кикбоксинга. Ведь якутянин тогда, в 1991 году, в Лондоне стал первым из советских спортсменов, кому удалось завоевать золото чемпионата мира. Именно этому триумфу будут посвящены грядущий чемпионат и первенство России. О том, что Якутск примет чемпионат и первенство, стало известно в апреле 2019 года по итогам президиума Федерации кикбоксинга России, который прошел в Самаре. Проект организации и проведения соревнований на этом мероприятии представила делегация во главе с министром по физической культуре и спорту Якутии Иннокентием Григорьевым. Ну, конечно, мы представили свою презентацию, опыт проведения спортивных мероприятий Республики Саха-Якутия, начиная от игр Манчара, которые у нас начались в 1968 году, начиная игр Дети Азии с 1996 года. Но в целом презентация у нас удалась. Показали, как говорится, все свои возможности, как вплоть до того, что мы могли субсидировать перелеты по авиасообщениям наших участников, наличие спортивных сооружений, гостиничного комплекса и так далее. В общем, все вкупе. И самое главное, я думаю, вот славная история развитие кикбоксинга в нашей республике тоже сыграло очень большую роль. Думаю, вот этот чемпионат, который мы проведем на высоком организационном уровне, сегодня идет очень большая работа, послужит тоже отправной точкой для того, чтобы наши кикбоксеры стали обладателями высоких медалей, золотых медалей, не только чемпионатов России, но и чемпионатов континента, чемпионатов мира. Своей победой на чемпионате мира в Лондоне Александр Иванов золотыми буквами вписал свое имя в историю спорта, а также прорубил путь для других якутян. Ведь после его триумфа на пьедесталы мирового первенства в разные годы взошло еще 7 представителей якутской школы кикбоксинга. Так, победителями чемпионата мира становились Василий Павлов, Иннокентий Макаров, Василий Васильев, Сергей Миронов, Лидия Андреева, Оксана Васильева и Мария Кривошапкина. Помимо этого, представители нашей республики становились победителями и призерами чемпионатов Азии, Европы, мира, Советского Союза, а затем и России, а также входили в состав руководителей Всероссийской Федерации кикбоксинга и тренерский штаб сборной страны. У всего есть начало, и, как уже было озвучено ранее, началом становления и развития якутского кикбоксинга, да и всех других восточных боевых искусств в республике, безусловно, стала победа Александра Иванова на чемпионате мира в Лондоне в разделе Light Contact, датированная 1991 годом. В любой победе спортсмена решающую роль играет тренер. С самого начала пути наставником Александра Иванова выступал мастер спорта международного класса Советского Союза по боксу Александр Михайлов. Как и полагается, именно его наставления и советы сыграли решающую роль в успехах Александра Иванова. Так, тренер после первых побед своего подопечного на соревнованиях в разделе Full Contact посоветовал попробовать свои силы в Light Contact. Наставник был уверен, этот раздел лучше подходит для стиля ведения боя и навыков Александра. Я ему сказал: Александр, говорит, вот тебе, говорит, Light Contact пойдет лучше и больше. Потому что, говорит, ты скоростной боксер, вот, ты делаешь все очень технично, хорошо, вот. А в Full Contact там нужно ломать, все остальное. И вот эта сторона, которая есть у боксеров, для кикбоксеров, она каким-то образом смывается. То есть ее можно грубой работой как бы убрать на второй план, где там настоящий удар, все остальное. А Light Contact там нельзя было бить в атаке сильный удар, чтобы человек нокдаун получил. Но что именно для его стиля подходило, это контратака. Он очень хорошо этим пользовался.
Вот на этой почве мы решили все-таки, чтобы он попробовал по лай-контакту. Итак, в 1991 году на чемпионате Советского Союза он боксировал в 2 контактах. На этих соревнованиях Александр Иванов стал чемпионом в обоих разделах, подтвердив ожидания и чутье тренера. Еще одним значимым решением наставника стало то, что он предложил подопечному тренироваться с борцами, чтобы улучшить чувство баланса тела и расширить арсенал подсечек. Для достижения этих целей Александр Михайлов познакомил своего воспитанника с серебряным призером Олимпийских игр по вольной борьбе, его полным тезкой Александром Ивановым. Суть дела в том, что я ему объясняю. Вся суть в единоборстве. Если человека хочешь уронить, то должен приемы, все действия сделать в сторону головы. Голова в какую сторону идет, в ту сторону ты должен приемы делать или движение делать. Александр Николаевич, несмотря на то, что практически всю жизнь занимается тренерской деятельностью, до сих пор удивляется особому качеству Александра Иванова – постоянной жажде узнать как можно больше. Он считает, что именно такая тяга к новым знаниям и навыкам помогла ему стать лучшим в мире. Вольную борьбу я 20% знаю или нет. В мире нету, который вольную борьбу все полностью 100% знает. Хоть какие 10 раз чемпионом Олимпийских игр станут. Все равно. В боксе то же самое. Кикбоксинга тем более, у него рука, нога по-разному идет. Поэтому каждый раз, каждый год развивается, а он должен идти вместе с этой развитием. А Саша шел с опережением. В итоге Александр Иванов, прекрасно умеющий работать на контратаках, умело воспользовался приобретенными навыками, во многом благодаря чему одержал победу в финале чемпионата мира. Стоит отметить, что в решающем поединке турнира он одержал победу над представителем Соединенных Штатов Америки, в которых кикбоксинг развивался с 70-х годов. Помимо золота чемпионата мира в Лондоне, в послужном списке Александра Иванова имеется серебро чемпионата Европы, 3 победы на чемпионатах Советского Союза, 2 золота чемпионата СНГ и 2 золотые награды чемпионата России. Мало кто знает, что всех этих побед могло и не быть, ведь родители Александра Иванова в одно время хотели видеть его в другой сфере. И я считаю, что победа в чемпионате мира, в Лондоне, она была не случайной. Это огромная работа, его работа с самого детства. И когда он школу заканчивал, в принципе, родители хотели его видеть в другом направлении, видим. Хотели в экономическом направлении, но он по велению сердца выбрал спорт. И он все-таки, я думаю, что не прогадал и не изменил себе, и пошел, сдал документы. Я помню тот день, когда он позвонил и сказал родителям, что он выбрал спорт. Родители его выбор приняли. Доверие родителей и целеустремленность Александра Иванова в итоге подарили республике столь значимую победу, которая стала катализатором развития кикбоксинга. После победы Александра Иванова на чемпионате мира в республике ожидаемо начинается настоящий бум кикбоксинга. Количество желающих заниматься этим видом спорта растет в геометрической прогрессии. Этому также способствует открытие видеосалонов, в которых большим спросом неизменно пользуются фильмы с участием Джеки Чана, Брюса Ли, Чака Норриса и других. Залы спортивных клубов, где проводятся занятия по кикбоксингу, регулярно забиты до отказа. В 1992 году в Якутске впервые проводится турнир на призы Александра Иванова, куда съезжаются лучшие спортсмены из разных уголков республики. В эти годы становится ясно, кикбоксинг занял важное место в жизни якутского спорта, и для его дальнейшего планомерного развития необходимо объединить все клубы в официальную организацию, что открыло бы новые возможности.
В реализации этой идеи решающую роль сыграли Василий Егоров, Александр Михайлов и Александр Куприянов. Ими была проведена огромная работа по пропаганде кикбоксинга. Организовывались выезды в Улусы с показательными выступлениями с участием ведущих спортсменов, а также проводились матчевые встречи между сборными муниципальных образований и даже команды Якутии со сборной России. Итогом проделанной работы стала регистрация Федерации кикбоксинга Республики в 1994 году. Президента Федерации избрали Егора Борисова, вице-президентом Евгения Егорова, ну а исполнительным директором назначили Александра Попова. С этого момента в республике начинается вторая волна развития этого вида спорта. В сборную Якутии, как и полагается, отбирались лучшие спортсмены из разных клубов. Для того, чтобы максимально улучшить процесс подготовки сборников, в Республиканской Федерации кикбоксинга решили собрать в одном клубе ведущих файтеров. Центром подготовки сборной был выбран клуб «Кутсюр» при Якутском государственном университете. Если бы каждый начал заниматься по отдельности, мы таких результатов не достигли бы. Я хочу поблагодарить наших тренеров, что они отдали самых хороших ребят именно вот Кутсюре. Благодаря им самые хорошие ребята сошлись, нашли общий язык и начали тренироваться и показывать большие результаты. Если сказать по направлениям, по весовым категориям, у нас до 71 килограмма якутская школа вообще очень сильная была. 51 килограмм до 71 весов мы почти спортсмены с Якутии только были. И конкуренция была в Якутске сильнее, чем в России была. 51 весовой категории, 51, да, у нас там конкуренция почти 6 человек. С 6 любой человек мог стать спокойно чемпионом России, Европы и мира. 63,5 килограмм, там вообще 13 человек было. Тоже вот так друг другом стояли. Как известно, для успешного развития того или иного вида спорта мало работать над улучшением только процесса тренировки спортсменов. Развитие должно идти по всем направлениям. Мне всегда было интересно, чтобы кикбоксинг стал олимпийским видом спорта. И вот я старался в этом как-то больше в этом направлении изучать, работать. И вот по судейству тоже мы видели на мировом уровне, первые шаги видели. И по правилам начали вводить, допинг-контроли начали вводить, вот эти счетчики, электронное табло. Потом вот начали судьи, экипировки поменяли, в перчатках ходили там. Далее начали проводить вот по судейству экзамены, аттестации, рейтинг-листы, много семинаров, например. То есть не допускали многих судей, если он не знал иностранного языка, но хотя бы вот чисто такое в рабочем направлении. И, соответственно, мы все это проходили. Как уже было сказано ранее, исполнительным директором Федерации кикбоксинга Республики выбрали опытного организатора спортивных мероприятий Александра Попова. Своим опытом менеджера он сразу же на должном уровне возглавил полностью организационную работу Федерации в тесном сотрудничестве с Государственным комитетом по физической культуре и спорту Якутии и Федерацией кикбоксинга России. Несколько раз назначался начальником сборной команды страны по кикбоксингу. Но когда мы создали федерацию, уже легко было как-то, уже Министерство спорта, другие организации нас как-то признали, и можно было спонсора привлекать, можно было на выезды выехать. А до этого все ребята на выезде доставали сами, находили спонсоров сами, кто кого мог. В течение 10 лет мы воспитали 20 мастеров спорта международных классов. 3 заслуженных тренеров России. Я горжусь, что в это время Василий Иванович Егоров был старшим тренером России. Видите, до того мы поднялись
что даже старший тренер России, со всего России, назначили нашего. В итоге становления и развития федерации у республики появились новые чемпионы мира. Так, после Александра Иванова на высшую ступень пьедестала чемпионата мира взошли еще 7 представителей якутской школы кикбоксинга. Вторым после Иванова золото чемпионата мира завоевал мастер спорта Советского Союза по боксу, мастер спорта России международного класса по кикбоксингу Василий Павлов. Он стал победителем мирового первенства по версии Аякса, которое прошло в датском Оденсе в 1993 году. 2 годами позже Павлов вновь завоюет золото чемпионата, но уже по версии ВАКа. Помимо этих наград в его послужном списке значится золото чемпионатов республики и России, серебро и золото чемпионата Азии, а также серебро чемпионата Европы. Триумфальным для якутского кикбоксинга получился чемпионат мира по версии ВАКа, который прошел в 1995 году в Киеве. Сборная России на этом старте записала на свой счет 11 медалей, в их числе 3 золота, 2 серебра и 6 бронзовых наград. Все 3 золотые медали на украинском ринге завоевали якутские спортсмены: Иннокентий Макаров, Василий Васильев и Василий Павлов. В дальнейшем они доказали, что победы на этом турнире были никак не случайными, а абсолютно заслуженными. Ведь Макаров в итоге станет 3-кратным чемпионом мира, Васильев завоюет еще одну награду высшего достоинства, а для Павлова это золото в Киеве стало 2-м в карьере. В Украине я чемпионата мира первый раз выступал, самый ответственный, поэтому самая главная настройка была у меня. Я бразильца 3 боя провел, он видел, он быстрый. Если я работаю, дам ему, тогда меня выиграет, это 100%. Поэтому я настраивался, первого как-то все равно, как настраивался и попался, левой снизу попался. И уронил, он задумался, откуда попался удар, даже не заметил, откуда удар. И после этого сразу начал уже по-своему. Спустя 2 года на высшую ступень пьедестала почета чемпионата мира вновь зашел представитель якутской школы кикбоксинга. Победителем турнира в английском Бирмингеме стал Сергей Миронов. Также в его послужном списке имеются 5 побед на чемпионате республики, золото чемпионата Дальнего Востока и Сибири, 5 наград высшего достоинства и 1 медаль бронзового отлива чемпионата России, а также 2 золота чемпионата Азии. Бирмингем, Англия, это очень как бы для якутов. Саха, это как-то уже как родина, что ли, как можно сказать, так как в Бирмингеме из Якутии очень многие таких высших соревнованиях побеждали. Это, можно сказать, по боксу и вот этот Георгий Балакшин, и также Василий Егоров, по-моему, тоже. И в Англии тоже самое вот этот. Ну вот, Александр Егорович тоже выступал. Ну, там 5 боев провел, разные спортсмены были, с разных стран, со всего мира. Ну, я там, можно сказать, уверенно, достаточно для себя выиграл. В числе якутян, покоривших чемпионата мира, числятся не только мужчины. Сразу 3 женщины завоевали золото данного турнира. Это Лидия Андреева, Оксана Васильева и Мария Кривошапкина, чьи победы на мировых первенствах напрямую связаны с их первым тренером Анатолием Афанасьевым. Именно он подготовил спортсменок, а затем добился того, чтобы их приняли в московский клуб «Китек», тренируясь с которым якутянки добились успеха на российской и мировой аренах. Так Андреева 6 раз побеждала на чемпионате мира, по разу на чемпионате Европы и Кубке мира, а также 13 раз на чемпионате России. Кривошапкина является 3-кратной чемпионкой мира, 3-кратной чемпионкой Европы, обладательницей Кубка мира и 8-кратной победительницей чемпионата России. Но в послужном списке Оксаны Васильевой имеются 4 золота чемпионата мира, 1 победа на чемпионате Европы и 6 золотых наград чемпионата России. Да, тренер нас настраивал изначально, что мы едем в Москву. И да, мы как бы соглашались с ним, то есть мы во всем ему верили и доверяли. Ну и самим хотелось, конечно, большой город, тем более Москва, хотелось посмотреть и жить там. Все по-другому. Техника, школа, там больше у нас, конечно, было больше школы бокса. Но и сама жизнь изменилась вообще.
То есть мы жили в семье с папой, с мамой, а тут в общаге со всеми наравне. Кикбоксинг – это не обязательно поединок на ринге. В этом виде спорта существуют сольные композиции, в рамках которого спортсмены представляют зрителям и судьям индивидуальные, тщательно отрепетированные комплексы движений, основанные на технических действиях единоборства. В сольных композициях наша республика также имеет прославленных спортсменов. Эсен Сайдыкулов является одним из тех, кто занимался продвижением этой дисциплины в Якутии. Он является победителем и призером многих всероссийских и международных турниров, за что ему было присвоено звание мастера спорта международного класса. Одним из самых интересных фактов в его карьере является то, что в кикбоксинг Эсен пришел из балета. Я по телевизору смотрел наших уважаемых знаменитых спортсменов. В данный момент про Ван Дам хотел сказать и Джон Френетти. Они чемпионы мира, они профессиональные артисты балета. Так как я артист балета, я думаю, посмотрел, говорю, а что, я не могу, что ли? И вот упорным трудом все тренировался. Вот, и тоже пошел по их стопам. Там же у нас ногами машем же, нам как-то легко это все давалось. И вот все мы проходили, вот это учили, быстро учили. У нас в балете же спектакль надо запоминать. А тут какой-то за 1 минуту надо, там для нас это 5 секунд. Вот, и нам легко было так вот. Часто те или иные элементы, выполняемые спортсменами, сравнивают с движениями и поведением животных. Или же сами бойцы выбирают себе в качестве тотема или же прозвища различных зверей и птиц. В мире якутского кикбоксинга есть ряд таких спортсменов. В их число входит чемпион республики, России, Европы и мира Василий Васильев, у которого тотемным животным является полярный волк. Как-то настраивался, все равно это как настраивался, а перед финалом вызвали меня, я уже почувствовал, ну, как этот хищника почувствовал, волка. Волк-то все равно это зашел, как в ринг зашел и сразу и почувствовал, это моя добыча. Хищника веришь же, уважают, это хищник, человека сильнее, этот полярный дикий волк. Он же сильнее и умнее же. Тема тотемизма и традиций в мире кикбоксинга подробно будут обсуждены в рамках презентации книги «Кикбоксинг Якутии. Хранители духа и традиций», а также круглого стола «Кикбоксинг. Этнокультура и традиционные виды спорта в креативной индустрии», который пройдет с площади кипения на уровне ректора СВФУ Анатолия Николаева в рамках программы чемпионата и первенства страны. Круглый стол, она будет посвящена именно по презентации книги «Кикбоксинг Якутия. Хранители духа и традиций». Наша республика является и известен именно такими кикбоксерами, чемпионами мира. И как раз в этой теме связывает именно креативная индустрия, потому что без креативной индустрии наш спорт и, в общем, национальные виды спорта, в общем, спорт, она в любом случае не развивается. Перед началом главного кикбоксерского старта страны генеральной репетиции послужили чемпионаты первенства Дальневосточного федерального округа, которые прошли в Якутске в начале февраля. Участниками соревнований тогда стали 136 спортсменов из Хабаровского и Приморского краев, Амурской и Сахалинской областей. Команда хозяев турнира была представлена 66 бойцами. По итогам состязаний якутяне завоевали 7 золотых, столько же серебряных и 8 бронзовых медалей. Лидерами кикбоксинга на Дальнем Востоке является сборная команда Якутии. Это прежде всего административный ресурс, это история чемпионов, это самые авторитетные тренера, которые готовят сборную ДФО к чемпионату первенства в России. Ну и, конечно, основное это мероприятие у нас, это будет 6-11 апреля, которое пройдет здесь, в городе Якутске. И я думаю, что здесь будет проведен чемпионат России, я думаю, что не хуже, чем как у вас были уже проходили чемпионаты России по борьбе, по боксу, поэтому надеемся, что уровень будет не хуже, а может даже лучше.
Перед стартом чемпионата и первенства России в стане сборной республики царила рабочая атмосфера. Команда после выездных сборов провела заключительный этап подготовки в стенах якутских спорткомплексов. В честь региона на домашних соревнованиях представят 23 взрослых спортсмена, а также 28 юниоров. Весомой потерей для основной команды республики станет отсутствие четырехкратного чемпиона России Вадима Колтовского. Лидер сборной вынужден пропустить этот старт из-за травмы, полученной на подготовительном этапе. Так, основные надежды якутских болельщиков будут связаны с другими ведущими спортсменами команды. Трехкратным чемпионом России, чемпионом Европы Денисом Андреевым, чемпионом России, чемпионом Европы Аялом Местниковым, обладателем Кубка мира, финалистом чемпионата России, обладателем World Cup Diamond Михаилом Ивановым, а также обладателем Кубка России, чемпионом Moscow Open Петром Васильевым и другими бойцами. Ну, мы прошли 3 сбора, 3 этапа сборов. С декабря, в декабре, январе и феврале месяце. Вот сейчас мы приступили к заключительному этапу подготовки. Ну, можно сказать, весь необходимый цикл мы сделали. Ну, в команде самая благополучная атмосфера. Ребята все настраиваются, все готовы. Ну, осталось последние штрихи навести, и все. Мы в бою. Самое главное, что в этом году исполняется 30 лет победы Александра Иванова и 30 лет создания Федерации кикбоксинга России. И этот чемпионат, да, действительно проходит впервые. И мы благодарны главе нашей республики, правительству, те, кто вот нашим спонсорам, кто помогает. Действительно, мы очень... Оргкомитет очень проводит большую организационную работу, чтобы провести на высоком организационном уровне. На сегодня у нас 38 регионов, это 450 участников, из них 350 спортсменов. Якутский кикбоксинг действительно имеет богатую историю, которая полна громких побед и ярких моментов. В ней предстоящие чемпионаты и первенства России станут новой страницей, чье содержание напишут участники грядущих состязаний. Так что ждем зрелищных схваток и побед.